Здравствуйте! Вы смотрите программу «Якутия Лайф. Человек». С вами Ирина Ефимова. Триатлон Ironman считается одним из самых сложных однодневных спортивных соревнований в мире. 16 часов, 226 километров, 3 этапа гонки. Заплыв, заезд на велосипедах и забег. Причем все соревнования происходят не где-то на стадионе или в бассейне, а в максимально естественных условиях. Те участники, которые уложились в отведенное время, слышат заветные слова «You are an Iron Man». И сегодня у нас в гостях настоящий железный человек, человек, который слышал эти слова и не один раз, Дмитрий Андреев, руководитель якутского филиала «Газпромбанка». Здравствуйте, Дмитрий. Добрый день. А почему мы с вами здесь? Ну, это городской парк в городе Якутске. Я здесь тренировался, и каждый свой старт в триатлоне, каждый день я готовился в этом парке. То есть вот по этим дорожкам бегали, да, прежде чем? Да, вся беговая подготовка проходила именно в городском парке города Якутска. Сколько раз вы слышали в свой адрес «You are an Iron Man»? Ну, за последние 3 года я слышал это дважды. А финишировал я 2 полных дистанции Ironman, 1 дистанцию Ironman в составе эстафетной гонки и 9 дистанций половины Ironman. А как вообще пришла такая идея? Вот как услышали об этом марафоне? Ну, мой путь в этом виде спорта начался, как правило, с нестандартным стартом. Да, это после операции я поставил себе цель пробежать 10 километров через полгода. Мне это удалось сделать. И я решил для себя, что не хочу останавливаться и хочу дальше развиваться в беге. И после этого я уже пробежал полумарафон, марафон. И подумал, что цель должна быть более амбициозная, да, которая малодостижимая кому-то. Да, и поставил себе цель заняться триатлоном. Это довольно сложно сделать, потому как нужно поменять полностью свою жизнь и вписать туда достаточно много тренировок. Ну и во время моих забегов я познакомился с одним человеком, он достаточно известен в Якутии, Виктор Салтыков, который также мне предложил заняться этим видом спорта. Но, насколько я знаю, вам врачи вообще говорили, что спортом заниматься не будете. Как вот, когда это было, в каком году, да, что произошло? Да, вот давайте сначала. Да, в 2016 году мне в феврале сделали операцию на колено. Она довольно сложная была, после которой я не мог ходить в течение месяца, 1,5 месяца. И врачи мне рекомендовали вообще завязать с каким-либо видом спорта и прогнозировали, что, скорее всего, я буду хромать, а может быть даже ходить с тростью. Да. Ну, я не был согласен с этим, да, потому как я до этого занимался игровыми видами спорта. И, баскетболом? Да, баскетболом. И мне врачи как бы рекомендовали, раз уж ты хочешь заниматься чем-то, ну, только не игровыми видами спорта, так как там можно получить серьезную травму. Ну и самый демократичный неигровой вид спорта оказался бег, который вот позволил мне, во-первых, пройти реабилитацию, а во-вторых, открыл мне новые виды спорта, которые вот позволили развиваться вот уже 7-й год. И через какое время после операции вы пробежали вот эти 10 километров? Это произошло через 6 месяцев, то есть операция была в феврале, а в августе я уже пробежал первый свой забег. Это был забег на 10 километров в рамках первого якутского полумарафона в 2016 году. Для меня это, наверное, один из самых сложных, был забегов за всю мою жизнь. Я его отчетливо помню до сих пор. И после полумарафона вы услышали про Ironman и решили? Да, после уже полумарафона... Сколько вам лет тогда было? Мне было тогда 36 лет. Да, сейчас мне уже почти 42. И я услышал о триатлоне, Ironman. Это невообразимые какие-то дистанции были для меня на тот момент. Но я не умел плавать, у меня не было велосипеда гоночного для таких видов соревнований. И я решил для себя первоначально
научиться плавать. Ну, то есть плавать я умел, конечно, да, проплывал 25 метров и задыхался, да, и больше не стартовал. Я начал заниматься вот плаванием. По книжке, насколько я знаю. Да, искал тренеров в Якутске, к сожалению, не смог найти. Это было вот 5 лет назад. И приобрел себе книгу «Полное погружение» называется. И по книжке начал заниматься. То есть в течение 2 месяцев это упражнение на какой-то вид техники, да, и уже вот на 3-й месяц я поплыл самостоятельно. И через какое-то время переплыли Босфор. Да, и через год я переплыл пролив Босфор из Азии в Европу, в Стамбуле. Это происходит межконтинентальный заплыв, 3000 участников, 6,5 километров дистанция. Участники со всего мира. Очень интересный, популярный заплыв. Заплыв номер 1 в мире считается на открытой воде. Но вот эти вот слова «You are an Ironman» говорят, когда после полной дистанции, да? Когда вот вы в первый раз это услышали? Ну, в первый раз я услышал это в 2019 году. Это была гонка во Франции, в Ницце, к которой я готовился как раз 2 года. Очень сложно проходила. Я ее финишировал со временем 11 часов 55 минут. И гонка начиналась, когда еще солнце не встало, и закончилась для меня, когда солнце уже село. Да. Ну, уже вечером очень сложно было. Я помню это, как говорят, что ты железный человек, и ты вот понимаешь, что все, к чему ты стремился, вот она, финальная точка. А после этого какое-то... Ну вот я всего достиг, да, я поставила себе цель, я шел к ней 2 года, да, или 3 года. Я занимался, я изменил распорядок дня, я все поменял, вот я достиг, а в такое ощущение, а что дальше? Было такое? Ну, как правило, вот я тоже читал, что же перед тем, как еще пройти эту дистанцию, я читал много интервью атлетов, которые финишировали, и как они находили себе мотивацию дальше развиваться. И, как правило, многие вот приходят после этой дистанции, говорят себе: все, хватит, больше никогда, и через 2 часа регистрируются на новый старт. Да, в общем-то, со мной то же самое произошло. Я пришел уже в гостиницу, выспался и на следующий день зарегистрировался уже на новый старт. А как часто проходят вообще эти соревнования? Ну, соревнования проходят практически каждую неделю в разных точках планеты. Как правило, это воскресенье, и любой человек может зарегистрироваться на данный вид состязания. Но есть нюанс, что регистрацию необходимо совершить только после прохождения половинки Ironman. То есть не всех пускают на Ironman, чтобы не было, наверное, новичков, да, и чтобы люди сами себе, своему здоровью не принесли вред. Есть некий фильтр. Но зарегистрироваться нужно за год, за 1,5 до этого старта, потому что на данные старты очень быстро заканчиваются регистрации. Ага. То есть сначала нужно пробежать половинку, Да, а потом уже можно регистрироваться на большое состязание. да. А как так получилось, что у вас 10 половинок и 3 больших старта? Ну, в течение года я себе выбираю, как правило, 3 дистанции половинок и вот раз в 2 года полный Ironman. Как правило, это подготовительные такие старты к главному старту. То есть в триатлоне, как правило, атлет, участник, он выбирает себе главный старт, и все предыдущие старты – это промежуточные подготовительные старты к главному старту. Но, насколько я понимаю, это дорогостоящее удовольствие. Ну, в России у нас есть достаточно много стартов. Даже на Дальнем Востоке у нас есть старты, например, во Владивостоке, в Сахалине, то есть, которые не то чтобы там дорогие, я бы сказал, они дешевые, то есть регистрация стоит на такие старты 3000 рублей, на региональные. Да, на международные старты, которые проводятся там в европейских городах, для которых перекрываются целые города, да, они достаточно такие ощутимые, да, то есть это примерно там 40 000 рублей, да, половинка, и полный
старт – это стоимость от 70 до 90 тысяч рублей, как правило. Ну и ведь нужно еще туда приехать, там жить. Да, ну, как правило, на такие старты приезжают за 2-3 дня. То есть тебе необходимо обеспечить себя гостиницей на время этого старта и привезти с собой, естественно, велосипед, для которого необходима определенная сумка для перевозки и все оборудование, что необходимо. А велосипед обязательно свой, то есть нет такого, что там на месте арендовать проще, нет? Все свои возят. Ну, как правило, в данном виде спорта у всех свои велосипеды. Это либо шоссейные велосипеды, либо велосипеды ТТ для раздельного старта, триатлонные, так их называют, у которых есть лежак на руле. Велосипед настраивается под твой вес, рост, по твоим, По параметрам. Да, по параметрам, по твоим. И он уже там, неотъемлемой частью тебя становится. То есть ты полностью не только на себя рассчитываешь, но и на тот велосипед, который ты приготовил сам для этого старта. С вами же еще семья ездит болеть за вас. И не только болеть, а участвовать. Да, на все старты практически со мной выезжает семья, но у меня старты это всегда приурочены к моему отпуску. То есть я не помню, уже за последние лет 6, наверное, простой отпуск, на который мы выезжаем и отдыхаем там, на пляже. Да. То есть, как правило, это старт, это подготовка к старту, локация в каком-то городе, ну и отдых параллельно этому старту для детей, для супруги. Перед забегом, как правило, делаются детские старты, старты для вторых половинок, да, беговые. Ну и мы стараемся всей семьей участвовать в подобных стартах. И ваша супруга тоже участвовала в этих соревнованиях? Да, супруга прошла в этом году 2 дистанции половинки, Ironman 70.3 он называется, и достаточно успешно их завершила со временем 6 часов. Я ее сопровождал в тренировках, научил ее плавать, ездить на велосипеде, ну и бегать, соответственно. А какой ваш рекорд личный? Ну, на полной дистанции 11 часов 55 минут, на половинке 5 с небольшим часов. А как удается на это находить время? Ну вот вы сказали, что планируете под отпуск. Угу. Как-то же к этому нужно постоянно быть в форме, да? Или можно расслабиться между соревнованиями? Ну, тренировочный процесс, он выстраивается, если к полной дистанции, это примерно на год вперед, и либо если это половинка, на полгода вперед. То есть каждый день тренировки у меня уходит примерно от 10 до 12 часов в неделю. В будние дни, как правило, это час-полтора, выходные по 2-3 часа в субботу и воскресенье. То есть в итоге выходит 10 часов, 10-12 часов. В пике подготовки выходит где-то 16 часов подготовки в неделю. Вообще Ironman это больше про технику и тренировки или про силу воли? Я бы сказал, что это симбиоз выносливости, силы воли, тренировок, самоорганизации, мотивации. То есть нельзя сказать, что это только вот люди, которые сильные, могут пройти. Да. Без силы воли, наверное, и самоорганизации очень сложно будет. А насколько ваша жизнь поменялась вообще? Или у вас всегда было такое? Вот, ну, вижу цель, не вижу препятствий. В триатлоне вообще это стиль жизни, я бы сказал так. Все меняется в твоей жизни кардинальным образом. Вычеркивается все ненужное, то есть все, на что у тебя уходит время, да, то есть это, ну вот, допустим, вы не можете там позволить себе валяться перед телевизором 2 часа, да, вечером каждый день. То есть у меня график выстраивается таким образом, что я просыпаюсь, сразу же тренировки, после этого работа, обед, семья, вечером опять тренировка. То есть бывает так, что в течение дня у тебя 2 тренировки, утром и вечером. То есть, ну и, соответственно, весь график свой, помимо работы и семьи, ты подстраиваешь под тренировки. Расскажите про последние соревнования. Последние соревнования были в августе. Это было 2 старта, которые я ждал 2 года. Это полный Ironman в Казахстане.
в столице Казахстана Астане. Уже сегодня. уже Да. Астана. И заплыв, как раз второй заплыв через пролив Босфор. То есть первый это триатлон, то есть полный айронмен, плавание 3,8 километров, велогонка 180 километров и классический марафон 42 километров. Мне удалось сделать эту гонку за 13 часов. Достаточно комфортно, я бы сказал. Так, я бежал там во второй, в третьей зоне для себя. Частоты сердечных сокращений это достаточно спокойно она далась, да. Я спокойно ходил на следующий день там, и не почувствовал, что я прям умер на этой дистанции. То есть все было в комфортном режиме уже в таком. И второй старт это заплыв как раз через Босфор вместе с супругой 6,5 километров. Мы преодолели этот заплыв за 1 час 20 минут. То есть супруга не ждала вас на финише, а плыла рядом с вами? Да. 4 года назад я один плыл, она ждала меня на берегу, а в этом году мы сделали это вдвоем. Вообще, кто участвует в основном вот в этих соревнованиях? Ну, если говорить по возрасту, то это абсолютно все люди от 16 до 80 с лишним лет. То есть я встречал на стартах и как 16-летних людей, да, которые, вот как моей дочке, да, лет. И были люди, которые, вот 82 года я видел, японца, который бежал полную дистанцию. И укладывался во время? И укладывался во время в 16 часов. Тогда так, а что общего между этими людьми? Что их объединяет? Все люди, которые принимают участие в триатлоне, как правило, амбициозные, которые достигли каких-то высот в других сферах своей жизни, в работе, в семье, возможно, в каких-то иных сферах деятельности, которые ставят для себя суперамбициозные цели. Мне один из друзей сказал, цель не должна быть просто амбициозной, она должна быть наглой. Настолько наглой, что тебя трясет прямо от этого, да. Вот, и как раз вот такие цели таких людей мотивируют. Но действительно, при желании любой человек может подготовиться и пробежать или нет? Я думаю, да, любой человек может это сделать. Главное желание, организация своей жизни, тренировочного процесса. А как-то это помогает вам в бизнесе? Ну, я хочу сказать, что сейчас вот, в бизнесе мне это очень сильно помогает. Почему? Потому что ты организовываешь, планируешь свою жизнь настолько четко, что у тебя есть, конечно, отклонения, но вот 90% запланированного ты, как правило, делаешь. Ты не откладываешь это на потом, потому что ты понимаешь, что уже потом у тебя нет. У тебя есть только сейчас и то время, на которое ты запланировал вот эту задачу. И это очень сильно помогает в целом в работе. А какая дистанция была самая сложная? У меня, наверное, их две. Это первые 10 километров. По Якутску вот В Якутске, да. Я пробежал, помню, за 58 минут. Это было настолько быстро для меня в то время, что я прям сильно был горд собой, да, что после 6 месяцев после операции я это смог сделать первый раз. В центре Якутска мы бегали, да. И вторая сложная дистанция – это первый Ironman, который сделал во Франции. А что было самое тяжелое? Самое тяжелое было это диалог с собой. Когда ты бежишь и сам себя спрашиваешь, для чего тебе это необходимо. Вот зачем ты себя мучаешь так? Зачем ты себя мучаешь? Что тебя вообще привело? Вот ты пробегаешь, люди сидят на лавочке, отдыхают, пьют водичку, развлекаются, а ты бежишь уже 10-й час гонки. И вот этот диалог, который у тебя происходит последние, наверное, 2-3 часа, он самый сложный. И что вы себе отвечаете на эти вопросы? Ну, вот зачем тебе это надо? Зачем? Зачем тебе это надо? Ну, и ты отвечаешь сам себе. Ну, тебе это нужно, тебя это мотивирует, ты развиваешься, ставя себе такие цели, ты изменяешься, ты делаешь свою жизнь более насыщенной. Если ты остановишься, то ты вот можешь перечеркнуть все те месяцы и года, которые ты готовился к этому, да,
как же так, нельзя это сделать, давай, соберись, тряпка, вперед. Ну и придумаешь себе мантры, допустим, когда бежишь и обгоняешь кого-то, ставишь себе цель, допустим, вот этого человека необходимо обогнать. Обгоняешь этого человека и говоришь сам себе, вот, я его силы забираю и бегу дальше. То есть выдох, вдох, и собираешь себя полностью и продолжаешь движение. Ну, еще хватает на 10-15 минут, и опять тот же самый диалог. Можно сказать, что это такой способ почувствовать себя живым? Я думаю, да, потому что такие диалоги, наверное, мало, когда в обычной жизни с тобой происходит, да, когда тебе сложно, а ты вот находишь второе, третье, четвертое дыхание. Ну, мне кажется, это вид спорта, который тебя закаляет, и любая задача, которая перед тобой уже встает в жизни, в простой, она кажется для тебя преодолимой и простой, я бы так сказал, наверное. Да? Ну, кстати говоря, я вот слышал то, что в триатлон приходят люди, которые хотят доказать окружению, что они могут это сделать индивидуально. Да? То есть есть некий вызов, что если в обществе люди достигают каких-то высот, что это стечение обстоятельств, что в нужном месте в нужное время, да, оказался. Есть много факторов, которые приводят человека на высшие позиции. А в триатлоне это индивидуально, ты достигаешь. То есть там тебе никто не помогает. Индивидуальная гонка, и, соответственно, ты готовишься к ней годами. Ну вот есть мнение, что это такая предпринимательская тусовка. Я бы сказал, наверное, что больше 50% участников – это люди, которые являются руководителями в организациях, либо у которых есть собственный бизнес, да, которые достигли высот в управленческом своем деле, да, и которые вот делают себе вызовы более, там, может быть, сложные, индивидуальные, вот как раз в триатлон приходят. Ну вот вы жену подтянули в триатлон, а дети тоже, насколько я знаю, да? Да, дети занимаются также бегом, плаванием. У меня 3 дочки, все умеют плавать с раннего возраста, все бегают, занимаются спортом. Ну и люди, которые меня окружают, они также видят, наверное, во мне какой-то пример, да, также начинают заниматься этим видом спорта. Вообще, почему я согласился вот на это интервью, потому что я встречаю людей, которые вот тренируются со мной, и они спрашивают, почему мы, допустим, тебя не видели, да, никогда с экранов телевизоров, да, вот ты бегаешь, да, достигаешь таких целей, да, наверное, ты должен это все же другим людям показать, да, что можно просто жить, да, заниматься своим любимым делом и заниматься спортом, да, одновременно, развиваться, да, улучшать свое здоровье, свои контакты. Ну, то есть вот достаточно много людей уже в городе занимаются триатлоном. Я думаю, наверное, около 20-30 человек. Ну вот, допустим, кто-то сейчас из наших зрителей посмотрел это интервью, услышал, что это может сделать каждый, поверил, и с чего ему начать, куда идти? Куда обращаться? Да, куда обращаться. Или просто хотя бы с пробежки вокруг дома нужно начать. Ну, на самом деле, у меня есть контакты, да, вот на меня люди выходят и иногда спрашивают, что делать, где заниматься, да, с чего начать. Я абсолютно откровенно со всеми общаюсь, в 2-3 раза в год делаю такие встречи, да, где объясняю людям, с чего начать, где тренироваться, как регистрироваться на старт, что необходимо, какое оборудование для этого. То есть, ну, такие встречи, как правило, они немноголюдные, собирают там 10-15 человек. Вот, ну, наверное, в октябре я сделаю тоже подобную встречу. Есть у нас Виктор Салтыков, который также известен, да, который, я думаю, всем тем, кто к нему обращался, ответил на все вопросы. Да. Но вот вы начали с бега, получается, там же 3, вот, а кто-то приходит оттуда, начиная с велосипеда или начиная с плавания, или это все равно? Но Или бег основное? в олимпийские сборные по триатлону 90% приходят из плавания. Да.
То есть в триатлоне, в профессиональном, как правило, пловцы. Это базовый вид спорта, плавание. Потом уже развивают бег и велоспорт. Но в этот вид спорта можно прийти с любого вида спорта. И с игрового, и с индивидуального, да, циклического вида спорта. Лыжников много занимается триатлоном. Да. Поэтому такой достаточно доступный вид спорта для всех. А как вы для себя думаете, будете до 80 лет бегать? Хотелось бы. Но это вот именно то, в чем вы себя нашли, именно вот тот спорт, который вот полностью... Ну, этот спорт поменял мою жизнь, да, я могу так сказать, но он не является для меня каким-то всеобъемлющим, да, и только вот спорт и все. Нет, в смысле, ну, не исключено, что там, не знаю, У меня просто за неделю до вас мы разговаривали с Дугуйданом Винокуровым, который вот прошел на лошадях от Аймикона до Москвы. Вот. Но тоже, ну, вот такая... То есть люди, увлеченные какой-то вот целью и идеей. То есть от вас чего дальше ждать? Дальнейших айронменов или не исключено, что, я не знаю, вы там на Эверест полезете? Меня просят вот федерацию вообще по триатлону организовать в республике. Вот я думаю над этим сейчас. Хочется, да, наверное, как можно больше людей привлекать в этот вид спорта. Он очень яркий вид спорта, индивидуальный, много с тобой работаешь. Я думаю, многим людям в республике он понравится. Да. Наверное, вот развитие следующее. Ну и я так, барабаны еще себе купил. Сейчас учусь на барабанах играть. Ох, здорово, то есть, может быть, на концерт еще какой-то попадем. Да, возможно. А это рок-барабаны или это... Да, это электронные рок-барабаны. Вот я с середины лета начал учиться. А, кстати, под какую музыку вы тренируетесь? Что у вас в наушниках? Я меломан, абсолютно все направления люблю, но когда сил нет, это рок-музыка. Ну вот это медали за последние 5 лет с международных и российских стартов, связанные с бегом и с триатлоном. Я их разложил так по годам. В год примерно 4-5 стартов контрольных, помимо тренировочных стартов, которые здесь происходят в Якутске. Но это первые забеги. Вот самая первая медаль, 10 километров с якутского полумарафона 2016 года, которая мне открыла путь как раз в бег, в триатлон. Самая памятная? Самая памятная, самая маленькая, самая, наверное, невзрачная из всех этих медалей. Вот эта медаль с первого марафона, московский марафон, 2017 год. Это через год, получается, после... Да, это через год после первого старта, сентябрь, ежегодный марафон в Москве проходит. Это полный марафон? Это полный марафон. В этом году он также в сентябре проходил. Первая медаль с айронмена, половинка дистанции. Я ее прошел в Китае, город называется Лючжоу. В смысле, первый полу-айронмен, после которого можно было уже регистрироваться на большой, да? Да, но до этого я еще пробежал вот как раз 3 дистанции половинка айронмен. Это вот Астана, Шанхай и тайский Бан Саен. Вот этот старт мне запомнился тем, что было 40 градусов жары, влажность, солнце открытое, то есть очень сложно было. Таиланд вот это? Это в Таиланде было. Ну, это Китай и Казахстан. Ну и, наверное, цель всех этих стартов была вот эта медаль. Ironman Франция, Ницца. Полный Ironman. 11 часов 55 минут. Это тот, после которого вы смогли сказать: я железный человек. Да. Это где набор на велоэтапе 2500 метров. То есть велоэтап начинается с моря и огромная гора, которая в облаках стоит. И вот где-то в облаках будет у тебя разворот.
90 километров, и ты несешься уже вниз остальные 90 километров. Сложный велоэтап. Один из самых сложных стартов Ironman во всей серии считается. Ну, из-за велоэтапа как раз таки. А заплыв где был? Заплыв был в Средиземном море. Это я там проплыл 4 километра 200 метров вместо 3 километров 800 метров. То есть лишний наплавал 400 метров примерно. Так просто захотелось поплавать или как так Ну, получилось? это- Или заблудился? Ты плывешь 1,5 километра от берега, соответственно, прямо не удается плыть, и ты все равно вот змейкой плывешь небольшой, и вот эта змейка дает тебе лишних несколько сот метров. Ну то есть еще и течение, наверное, относят, да? То есть 1,5 километра от берега, соответственно, потом поворот к берегу и еще небольшой круг возле берега. Ну вот, кстати, в чем отличие заплывов в естественных водоемах? Я так понимаю, что нужно же делать поправку на ветер, на течение. Да, там не только на ветер, на течение, потому что старты начинаются рано утром, в 7 утра. Вода Да. холодная? Ну, бывает, конечно, холодная вода. Я вот плавал, самая холодная была 14-15 градусов во время старта, а самая жаркая была 26 градусов в Таиланде. То есть это без гидрокостюма. Но там есть нюанс, когда начинается старт, встает солнце. И ты, когда плывешь, тебе солнце, если ты дышишь на одну сторону, тебе солнце в глаза бьет очень сильно, и ты начинаешь с курса сбиваться. То есть даже не видишь поплавки, которые стоят по дистанции. То есть это вот как раз отличает плавание на открытой воде от плавания в бассейне. То есть помимо того, что ты плывешь в состоянии постоянного движения находишься, ты должен очень хорошо ориентироваться в воде, ориентироваться относительно того, где у тебя соперники находятся, чтобы не получить удар пяткой или рукой от них. Ну и вот эта медаль уже с чемпионата мира. Я участвовал также в своем возрасте. Тоже это было во Франции. Туда отобрался, скажем так, случайным образом на одном из стартов. Россию представлял, получается. Ну да, было 17 человек из России в разных возрастах. Вот я один из них был. 6 тысяч человек участвуют со всех стран. Где-то 3,5 тысячи мужчин и 2,5 тысячи женщин. А сколько вообще обычно бывает человек на старте? Ну вот самый массовый старт был, это вот 6 тысяч человек как раз на чемпионате мира было, но он проходил в 2 дня. Разделили женщин и мужчин, а так старты и женщины, и мужчины все вместе примерно от 2 до 3 тысяч человек. А сколько из них финишируют? Все? Финишируют, как правило, 70-80%. Вот старт у меня был, который во Франции, полный Ironman. Было стартующих 2800 человек, к финишу пришли 2000 человек. А порядок вот всегда там сначала заплыв, потом велосипед, потом бег, или меняется? Ну, в классическом триатлоне всегда порядок один: плавание, велосипед, бег. Вот в период пандемии уже начали старты менять, когда начали делать индор-триатлоны, так скажем, триатлоны в помещении. Это в бассейнах выставляются велотренажеры и беговые дорожки, и все соревнования международные проходят в одном бассейне. Там уже могут быть разные сочетания. Допустим, ты плывешь, едешь, бежишь, и опять все заново начинается. То есть и это может повторяться 3-4 раза. То есть это короткие дистанции, 200 метров плавания, допустим, велосипед, 3 километра, километр бега. И все, да. И они чередуются, и из них потом складывается как бы одна длинная. Да. А в Якутске такое можно провести? В Якутске такое можно провести. Я вот планирую с помощью моих соратников это сделать, наверное, в 2023 году. Скорее всего, это будет июнь-июль месяц на Вилюйском тракте. Мы проведем этот старт. Скорее всего, будем делать олимпийскую дистанцию. Это 1,5 километра плавания, 40 километров велоэтап и 21 километр бег. То есть классический полумарафон заканчиваем. Или сделаем 10 километров. В олимпийской дистанции это 10 километров. Да, бега. То есть можно уже начинать готовиться? Можно начинать готовиться. У нас прекрасные бассейны в городе Якутске. К сожалению, мало кто об этом знает. Чолбон,
самородок, отличные бассейны для подготовки. Челбон, мне кажется, это вообще один из лучших бассейнов в России, да, ну, точно, наверное, лучший бассейн на Дальнем Востоке. Я много где был в таких спортивных объектах и точно могу сказать, что Челбон один из лучших спорт-объектов на Дальнем Востоке. Вы там тренируетесь? Да, плавание я тренирую постоянно там, 3-4 раза в неделю. Плаваю, как правило, это 1,5, 2-3 километра. Ну, в выходные могу больше проплыть, 4 километра. А бегаете по настроению в парке или на стадионе? Ну, даже если у тебя настроения нет, у тебя есть график, который ты обязан придерживаться, да, и отклонение от графика это только может быть полет куда-то, да, на самолете, либо там, болезнь, да, но это очень редко случается. И беговых тренировок в неделю где-то примерно 3-4. А, кстати, вот пандемийный год, получается, тут перерыв, да, где-то? Да, вот в пандемийный год у нас, получается, был один старт. Это вот он, как раз этот старт. Это в 2020 году единственный старт, который провели массовый. Он произошел в Сочи в октябре 2020 года. И мы сделали эстафету вместе с моей супругой. Я проплыл 3,8 километров, проехал на велосипеде 180, а она уже пробежала 42 километра. То есть вы разделили, получается, на двоих Да, длинную такой дистанцию? семейный триатлон получился у нас. Ну и много было соревнований онлайн как раз. И вот в это время в Якутске достаточно много людей участвовало в этих соревнованиях, онлайн-триатлонах. Мы постоянно по субботам, воскресеньям бегали, ездили на Вилюйском тракте. Конечно, это все было при ограничениях тех лет, да. Но после этого как раз и люди начали вот заниматься триатлоном. Ну, онлайн, наверное, эффект не тот. Эффект не тот, конечно, да. То есть ты не видишь вот своих соперников, драйва, конечно, поменьше, но тем не менее дистанции те же самые. А соперники, они могут, так, ну вот вы сказали, во время заплыва, чтобы там не получить пяткой в нос, это может быть умышленно? Ну, То есть там толкаться, насколько это нормально? в триатлоне в первые 200-300 метров в воде происходит бойня. Да, то есть люди, если это масс-старт, то достаточно... 2000 одновременно Да, участников? 2000 одновременно участников, но сейчас начали разделять и выпускают по 5-6 человек через каждые 3 секунды. Но это все равно недостаточно, чтобы люди расплывались. То есть постоянно такие мелкие, скажем, контакты происходят в воде. И очень важно вот в эти 200-300 метров отдалиться от основного, да, косяка, так скажем, спортсменов, да, и плыть там в сторонке. Ну, либо если ты имеешь навыки, да, опыт борьбы в воде, наоборот, дать тебе преимущество, тем самым растолкав соперников. Нет, то есть насколько это вот, то есть есть там какое-то джентльменское соглашение, что все стараются там как-то, или вот нормально, как в футболе американском, всех распихивать и плыть? Все это происходит согласно правилам, да, никаких там драк не происходит в воде, да, но прилететь может серьезно, да, то есть могут случайно сорвать очки, то есть в лицо там пяткой, да, то есть, ну, бывает такое, бывает. Нужно быть к этому готовым. Ага. А это последний, это вот этот год, как раз полный Ironman в Казахстане, 14 августа этого года. И межконтинентальный заплыв Босфор, 6,5 километров. Вот медаль даже вся в соли в такой. Вот морская соль прям? Да. А сколько, кстати, в Якутии человек, которые вот так же, как и вы, могут сказать, что они Ironman? В Якутске сейчас 3 человека. Это Виктор Салтыков, первый Ironman, второй я, вот, который сделал эту дистанцию. И есть Николай Другин, тоже Ironman. Он как раз сейчас находится на тренировочных сборах. И в октябре будет стартовать свой полный Ironman в Барселоне. Какая из этих медалей тяжелее всего далась, вот не считая той первой? Ну, вот это вот.
Это полный Ironman во Франции. Первый. Первый. А какие ощущения были на финише? На финише ощущение эйфории, когда ты вот последние 300 метров бежишь, вот ты все проигрываешь в своей голове, что ты не зря потратил все это время, что тебе это удалось сделать. То есть ты уже понимаешь, Ты уже понимаешь, что все, вот он, финиш, даже, я думаю, даже не 300 метров, а последний километр ты уже понимаешь, что все, ты точно его сделаешь. А до этого у тебя есть всегда такое ощущение, что ты не сможешь закончить его. Ну и после финиша это эйфория, это такой адреналиновый вброс идет в кровь, да, и что ты вот эйфорию такую ощущаешь. Потом уже садишься. Ну, кстати говоря, после этого забега ты не можешь ни есть, ни пить, да, потому что у тебя организм ничего не воспринимает, вся кровь ушла в мышцы. То есть ты садишься, так выпиваешь там стакан воды и понимаешь, что ты больше не можешь есть, да. То есть, ну, у тебя силы откуда-то берутся, да. Отдыхаешь 2 часа, там, час, полтора, два, и ну и все, и идешь спать, да. Приходишь в номер и просто сразу же падаешь и открываешь глаза через 12 часов после того, как ты пришел. Да. А ощущения от первого финиша, их, наверное, ни с чем не сравнить? Или? Ну, эти ощущения я помню до сих пор, да, это, наверное, самые сильные такие эмоции, которые ты переживаешь в то время. Ну, люди плачут после финиша, то есть падают и вот не могут себя остановить, потому что кто-то идет к этому 10 лет, кто-то, может быть, за год приходит к этому, да, а кто-то после там тяжелой болезни, травм каких-то различных ставит себе эти цели и очень сложно к ним идет. Вы можете сказать про себя, что вы счастливый человек? Я супер счастливый человек, я всем об этом говорю. Вот есть ли какое-то правило или что-то, что вот ты себе говоришь, что помогает достигать цели и вот не сходить с пути? Никогда ни при каких условиях не сдавайся. То есть не сдавайся, если все уже против тебя, все равно ты достигнешь тех целей, которые ты себе сам ставишь. Веришь в себя до последнего. Да. Может быть, все вокруг будут в тебя не верить, если ты прекратишь сам себя верить. Вот тогда, наверное, можно ставить точку. До того времени, пока ты не прекратишь верить в себя, значит, ты силен и добьешься своего. Ну что ж, верить в себя – это, наверное, универсальный совет, который не только спортсменам пригодится. Спасибо вам большое за интервью. Это была программа «Якутия Лайф». Меня зовут Ирина Ефимова. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем, чем живет Якутия.